Главные события дня в эфире информационной программы «Хаберлер», в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Заседание Совета министров Республики Крым состоялось сегодня в Симферополе. Проблемы и перспективы развития Крыма обсуждали сегодня в ходе видеомоста Симферополь-Москва. Факультет крымско-татарской и восточной филологии отмечает 26-летие. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел выездное совещание в Ялте с участием полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Белавинцева, посвященное предотвращению угроз национальной безопасности на полуострове. Асан Абибулаев расскажет подробнее. Николай Патрушев заявил, что устойчивое развитие Крымского федерального округа связано с обеспечением общественно-политической стабильности. Однако в Крыму сохраняется угроза дестабилизации общественно-политической обстановки. Это связано с политическими вызовами и экономическим давлением со стороны наших западных оппонентов, подчеркнул секретарь Совбеза. Внешние силы пытаются разыграть в Крыму национальную карту, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию. В частности, украинские власти хотят создать на полуострове очаг гражданской нестабильности. Не секрет, что киевские власти вынашивают планы по дестабилизации ситуации в Крыму, в том числе с использованием национального фактора. На приграничных территориях со стороны Украины создаются экстремистские, националистические и военизированные формирования. Осуществляется транспортная, водная, продовольственная и энергетическая блокады Крымского полуострова. На антироссийской основе Киевом выстраиваются отношения с турецким политическим руководством. Цель всех этих действий – создать очаг гражданской нестабильности. В этих условиях важно повысить оперативность и эффективность противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие. В этих условиях важно повысить оперативность и эффективность противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие. По мнению руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, принимаемые в Крыму меры уже дают положительные результаты, в том числе в плане обеспечения прав реабилитированных народов. Надо быстрее, чтобы заработала федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма как в целом на полуострове, так и в той части, которая касается репрессированных народов. И чем быстрее эти механизмы начнут работать, тем меньше будут влиять вот эти вот попытки украинской стороны, лидеров крымско-татарского меджлиса, дестабилизировать ситуацию на полуострове. Баринов также отметил, что крымские татары не поддерживают террористические акты на границе с Украиной. Все вот эти вот заявления о том, что Украина силовым путем готова вернуть с помощью Ислямова и его боевиков Крым себе, вести здесь диверсионно-террористическую работу. Я, конечно, уверен, что это больше все-таки такой пиар и попытка дестабилизировать ситуацию в Крыму, но не учитывать и оставить это без внимания, конечно же, мы не можем. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев считает, что санкции и ограничения в отношении Крыма обречены на провал. По словам Белавинцева, все действия недругов направлены на раскачивание ситуации в Крыму, формирование обстановки недовольства и протестных настроений. Все санкции и ограничения, попытки целенаправленного воздействия на отдельные группы населения, в том числе по национальному признаку, обречены на провал. События зимы, связанные с энергоблокадой Крыма, еще раз показали способность властей и субъектов совместно с федеральным центром решить все самые сложные задачи. Крымчане своими действиями, поддержкой власти подтверждают правильность своего выбора, сделанного в 2014 году по воссоединению с Россией. Это дает нам право говорить о том, что Крым никогда не будет слабым звеном и очагом для дестабилизации обстановки в России и в Крыму. Белавинцев также сообщил, что разработанные в ходе выездного совещания дополнительные меры по предотвращению угроз национальной безопасности в Крымском федеральном округе будут доложены президенту России и доведены до исполнения в соответствующие органы государственной власти. Асан Абибулаев, Алишер Алимов, телеканал Милет.
Президент Российской Федерации Владимир Путин решительно осудил ряд терактов, которые произошли сегодня в Брюсселе. Взрыв прогремел в аэропорту бельгийской столицы, а через некоторое время и на 2 станциях метро. На данный момент известно о 26 жертвах, 11 из них погибли в аэропорту, 15 в метро. Пострадали в общей сложности более 130 человек. Ответственность за серию терактов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Владимир Путин выразил соболезнования бельгийскому народу и заверил в абсолютной солидарности россиян с бельгийцами в эти нелегкие часы. В аэропортах России сотрудники служб авиационной безопасности работают в усиленном режиме. Ведется тщательный досмотр почты и грузов, прибывающих в терминалы. Сегодня состоялся очередной видеомост Симферополь-Москва. На этот раз темой обсуждения стала «От эйфории к реалиям. Проблемы и перспективы развития Крыма». В ходе мероприятия обсуждались планы и перспективы развития Республики Крым в сферах экономики, туризма и других отраслях. Подробности в сюжете Фадиме Ситмамут. Эйфория от мартовских событий 2014 года замещается глубоким пониманием необходимости серьезных экономических. Об этом говорили участники видеомоста в Симферополе. Спикеры обсудили тему объективных проблем полуострова и способы их решения, методы противодействия незаконной санкционной политики Украины и стран Запада против Крыма. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек отметил, несмотря на существующие трудности, за 2 года пребывания Крыма в составе России удалось многого достичь. Это событие действительно изменило и Россию. Россия заявила о себе как о великой державе. Но хотелось бы, чтобы все-таки понимание той ситуации, в которой оказался Крым, как наследие тех преобразований, которые предшествовали, те, которые по итогу с чем столкнулся Крым, было четкое понимание у всех участников процесса, особенно у нашей необъятной страны, у федерального центра. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов участвовал в телемосте из Москвы. По его словам, бюджет Крыма за 2 года значительно вырос. Однако, чтобы достичь экономического роста, необходимо время. 13 тысяч памятников Крыма – это вся история России. Каждый приезжающий сюда, это не просто человек, который приехал, набрался здоровья. Это человек, который приобщился к истории великой России. Это мекка русского мира. Об этом никогда не нужно забывать. И это главное в нашей стратегии. Оптимистичный прогноз развития Крыма как курортного региона, способного бороться за российского туриста, в ходе телемоста высказал глава Комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его мнению, через 10 лет уровень развития инфраструктуры в Крыму позволит полуострову претендовать на проведение летних Олимпийских игр. Несмотря на все провокации, которые организовываются всем миром против Крыма, против России, на сегодняшний день перспективы сезона этого года, высокого летнего, вообще понятно уже. Сезон состоится, сезон будет успешным. На сегодняшний день бронирование идет с опережением по сравнению с прошлым годом. По данным главы Минэкономразвития Республики Крым Валентина Демидова, впервые за последние 7 лет крымский пищепром продемонстрировал рост производства. Желая ограничить крымчан в продуктах питания, организаторы товарной блокады полуострова добились лишь улучшения ситуации в пищевой промышленности республики. Несмотря на те ограничения, которые сегодня присутствуют, благодаря работе крымчан, благодаря помощи федерального правительства, Государственной Думы, благодаря тем средствам, которые сегодня предусмотрены по федеральной целевой программе, освоение которых в принципе начнется основное с этого года, я думаю, что мы сможем достичь тех прорывных моментов, которых ждут от нас крымчане и в целом Российской Федерации. В завершении телемоста его участники подвели итоги проделанной работы и обозначили перспективные пути развития полуострова. Фадиме Ситмамут, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Государственному комитету по госрегистрации и кадастру Крыма не хватает сотрудников для своевременного обслуживания населения республики. Об этом сегодня в ходе заседания Совета министров сообщил председатель Госкомитета Александр Спиридонов. По его словам, на данный момент штатная численность Крымского Госкомрегистра доведена федеральным центром до 620 человек. По предварительным данным, численность штата занижена в 2 раза. В качестве примера Спиридонов привел соседние субъекты Российской Федерации. Краснодарский край, который по народонаселению в 2 раза больше Крыма, сотрудников учетно-регистрационного органа 3000 человек. Условно у нас должно быть
1,5, поскольку южные регионы самые экономически активные в этой части. В Астраханской области, где 1 миллион населения, в 2 раза меньше, 1000 человек, сотрудников кадастровой палаты Росреестров, не считая развитой системы МФЦ. Кроме этого, в ходе заседания Совета министров республики начальник управления ГИБДД МВД России по Республике Крым Анатолий Борисенко отметил, что для ускорения процесса перерегистрации транспортных средств межрайонных регистрационно-экзаменационный отдел Госавтоинспекции в Симферополе перешел на работу без выходных. Вчера прибыло 20 человек дополнительных сил для оказания перерегистрации. С прибытием дополнительных сил министром МВД Крыма подготовлен приказ и разработан график о работе ГИБДД МРЭВа. Значит, с сегодняшнего дня на территории города Симферополя МРЭВа работает без выходных с 8:00 до 21:00. Напомним, по словам прокурора Натальи Поклонской, автовладельцы Крыма, которые не успеют до 1 апреля сменить автомобильные номера украинского образца на российские, не будут привлекаться к административной ответственности в течение 3 месяцев после установленного срока. Более 5000 крымчан, имеющих вклады в украинских банках, свыше 700 тысяч рублей получили компенсацию. Об этом в ходе заседания сообщил заместитель председателя Совета министров Виталий Нахлупин. Выплаты компенсации крымчанам, чьи вклады в украинских банках будут производиться в течение 90 календарных дней, начиная с 3 марта 2016 года. 21 марта, то есть на вчерашний день, состоит из следующего. Всего в реестре вкладчиков находится 9340 человек. Имеется тенденция замедления. С Фондом защиты вкладчиков мы обсудили данную тему. Буквально вчера-сегодня Фонд защиты вкладчиков еще раз повторно отсылает СМС-сообщения на имеющиеся телефонные номера. Соответственно, посылает письменные запросы о том, чтобы вкладчики приходили и получали деньги. Пользуясь случаем, ажиотажа никакого нет, абсолютно работает электронная очередь. В школе села Чистенко Симферопольского района прошел концерт, приуроченный 165-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского. Ученики читали стихотворения великого просветителя, пели песни о Крыме. Продолжит София Шукурова. Тельде, Фикерде, Иштеберлик – единство в языке, мыслях и деяниях. Именно эти слова стали девизом великого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Учащиеся Чистинской школы подготовили праздничный концерт, посвященный 165-летию со дня рождения великого просветителя. На праздник прибыли и почетные гости. Такие подобные мероприятия сегодня проходят во всех учебных заведениях Симферопольского района. История жизни Исмаила Бея Гаспринского, его идеи, его идеология актуальны сегодня как никогда. Его тезисы процветания в единстве сегодня тоже нам надо знать и применять в жизни. Учащиеся 5 и 10 классов подготовили фильм о жизни Исмаила Гаспринского. Также на школьной сцене была показана концертная программа. Школьники исполнили крымско-татарские танцы, народные песни и читали стихотворения о великом просветителе. Küçük kete seneler sevgimiz ona arta. Osip gelen nesiller oca okun деп айта. Учитель крымско-татарского языка Гуляра Ситасанова отмечает, что празднования, посвященные Гаспринскому, в Чистинской школе проходят ежегодно, а ученики с удовольствием принимают участие в их организации. В нашей школе такие мероприятия проходят ежегодно, всегда проходят на высоком уровне, но сегодня плюс у нас гости. Я думаю, что мероприятие у нас получилось, удалось. Детям нравится танцевать, петь, показать свою культуру. Они всегда с трепетом ждут этих встреч, этих мероприятий. Школьники показали, что хорошо знакомы с биографией и деятельностью Гаспринского. Исмаил Гаспринский был учителем для всех мусульман. Он хотел, чтобы люди были начитанными. Он издавал газету «Терджиман», переводчик. Она была на 2 языках и служила для объединения всего мусульманского мира. Концерт завершился крымско-татарским танцем. София Шукурова, Виктор Еланцев, телеканал «Миллет». Начиная с прошлой недели в Сакском районе уже начали проводить литературные вечера, посвященные 165-летию со дня рождения выдающегося крымско-татарского общественно-политического деятеля, публициста и просветителя Исмаила Гаспринского.
Учащиеся Сакской школы-гимназии и Журавлинской средней школы поделились своими знаниями о жизни и творчестве Гаспринского. В Сакской школе-гимназии гость литературного вечера, заведующий отделом выставочно-экспозиционной и культурно-воспитательной деятельности Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Шефика Абдураманова, представила фильм о творчестве и жизненном пути Исмаила Гаспринского. Просветителем были разработаны основы преобразования мусульманской этноконфессиональной системы народного образования. Его судьба была интересна не только деятелям культуры, литературы, но и представителям других направлений. Но уникальность Гаспринского в том, что не обладая ни властью, не обладая небольшими материальными средствами и не основываясь на оружии, он сумел остановить ход истории, когда в середине XIX века, который известен в нашей истории как Черный век, наш народ просто в это время деградировал. И он смог остановить этот ход истории только благодаря своей издательской деятельности и деятельности на ниве просвещения. Памятный вечер Исмаила Гаспринского состоялся и в средней школе села Журавли Сакского района. Учащиеся первых и четвертых классов рассказывали о творческом пути великого крымско-татарского просветителя. Бомбей школы открывал, в народе он легендой стал. Большой культуры человек опередил свой сложный век. Когда в могиле он лежал, то ученик его сказал: такую личность позабыть, впустую значит жизнь прожить. Его девиз сегодня на устах: единство в мыслях, языке, делах. Исмаил Гаспринский является основоположником идеи просвещения крымско-татарского народа. Благодаря ему были изданы первые национальные учебники, первая крымско-татарская газета «Терджиман. Переводчик», журналы «Алем и Нисван. Мир женщин», «Ха-ха-ха. Алем и Субьян. Мир детей». Газета «Терджиман. Переводчик» издавался на двух языках – русском и крымско-татарском. «Терджиман». Она печаталась 35 лет до февраля 1918 года. В 1905 году власти разрешили выпуск первого в мусульманском мире ежемесячного женского журнала «Алем и Нисван». На вечер памяти Гаспринского прибыл и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Эскендер Белялов. Он признался, знания школьников его приятно порадовали. Понял то, что будущее у нас, у крымских татар, есть оно, и оно в Крыму. И в глазах этих детей я увидел то, что они любят свою родину, они знают, самое главное, про свою родину, про Крым и про такого великого человека. Исмаил Гаспринский известен своей просветительской деятельностью, проходившей под лозунгом «Единство в языке, мыслях, работе». Он внес большой вклад в развитие науки и культуры крымско-татарского народа. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». В Крымском республиканском дворце культуры профсоюзов состоялся праздничный концерт, приуроченный годовщине воссоединения Крыма с Россией и ко дню рождения Дома дружбы народов. Подробнее расскажет Гульнара Каримова. Организаторы праздника – Госкомнадс Крыма и Дом дружбы народов. Депутат Государственного совета Крыма, глава региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель поздравил сотрудников Дома дружбы народов и пожелал дальнейших успехов. В целом концерт организован и проведен на высоком уровне, на высоком профессиональном уровне. И, конечно же, хотелось бы сегодня пожелать Дому дружбы, сотрудникам Дома дружбы процветания, успехов и, конечно же, нового здания в будущем году. Концертную программу украсили танцы и песни народов полуострова. Был презентован музыкальный театр фольклора «Золотая колыбель», а также ансамбль «Тавры». Одним из самых ярких номеров концертной программы стал народный танец крымских татар «Тым-тым», вызвавший бурные аплодисменты зрителей. Сегодня мы хотим представить все творческие проекты и наши коллективы новые, которые у нас сейчас задействованы, участвуют в этом мероприятии, которые вот уже начинают реализовать себя активно, показывать себя достойно. В общем, вот в таком ключе сегодня пройдет мероприятие. Дом дружбы народов зарегистрирован в марте прошлого года. За год сотрудниками учреждения было проведено порядка 70 мероприятий, направленных на сохранение межэтнического мира и согласия в Крыму. Работники Дома дружбы рассказали о важности таких учреждений, развитии культуры и традиций народов нашего полуострова. Я хочу поздравить своих коллег, а также сказать огромное спасибо
всем национально-культурным автономиям и общественным организациям Крыма за взаимодействие, за сотрудничество с нами, за то, что они помогают нам в Крыму гармонизировать межнациональные отношения. Каждое мероприятие для нас праздник. Почему? Потому что мы не просто организация, которая занимается, знаете, скажем так, организацией мероприятий. Мы организация, которая дарит радость каждой из национальностей, проживающей на территории Крыма. По окончании концертной программы весь коллектив Дома дружбы народов вышел на сцену. Сотрудникам подарили цветы и одарили словами благодарности, признательности за их труд. Гульнара Каримова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. День факультета отмечают сегодня студенты и преподаватели факультета крымско-татарской и восточной филологии. В связи с этим студентами была подготовлена концертная программа. Подробности смотрите в сюжете. Ежегодно День факультета крымско-татарской и восточной филологии отмечается 21 марта. В этот день весь тюркский и иранский мир отмечает праздник начала весны Наврез. В этом году празднование Дня факультета перенесли на один день. В честь праздника был организован концерт, который объединил студентов и выпускников крымско-татарского и восточного отделения университета. У нас уже стало традицией ежегодно справлять Ноурус. Ноурус – это Новый год 21-22 марта. Это по иранскому календарю Новый год. Это день весеннего равноденствия. И мне кажется, действительно, весна просыпается, Новый год начинается. Мы сперва проводим научные конференции, посвященные различным датам крупных ученых, востоковедов, а затем уже поощряем наших студентов, которые активно участвуют в общественной жизни нашего факультета. Декан факультета поздравил преподавателей, студентов и выпускников с Наврезом, а участников конференции и призеров Олимпиад наградил дипломами. Рябов Руслан. Да, у нас участники за сцены. Ага. Рябов Руслан. Ученики очень волнительно готовились к этому мероприятию. Приготовили очень интересный концерт. На нашем факультете перед праздником проходит Олимпиада. Студенты по крымско-татарскому, турецкому, арабскому, персидскому языку пишут Олимпиаду. И сегодня мы подведем итоги, отметим тех, кто активно участвовал, и наградим их грамотами. Концерт украсили яркие вокальные и танцевальные номера студентов факультета. Первокурсники факультета остались довольными масштабом проведения праздника. В следующем году они также планируют принять участие в его подготовке. Сегодня на нашем факультете большой праздник. Я так думаю, проводить такие мероприятия очень важно. И поэтому я поздравляю свой факультет. И на следующий год я хочу участвовать в этом мероприятии. Каждый год проходит этот день очень интересно. И я хочу сказать спасибо преподавателям и всем, кто пришел. Факультет крымско-татарской и восточной филологии открыл дорогу для многих деятелей культуры, искусства и науки. Большинство сотрудников крымско-татарского телеканала «Миллет» являются студентами и выпускниками этого факультета. Сегодня наш факультет отмечает свой день рождения. Я хочу отметить, что мы тоже студенты этого факультета. И мы пришли, как и все, его отмечать. Наш факультет дает ряд возможностей выпускникам. Вот мы с Хатиджей работаем на телеканале «Миллет». Поэтому наш факультет очень хорошо выполняет свою задачу. Хочу отметить, что наш факультет на протяжении многих лет готовит для нашей Родины специалистов. Выпускники нашего факультета работают в разных школах и также работают в нашем университете и передают знания другим ребятам. Хочу сказать им спасибо и поздравить всех с праздником. На сегодняшний день на факультете обучается около 300 студентов. Подготовка ведется по 4 направлениям: крымско-татарский, арабский, турецкий и персидский языки. Гульнара Каримова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». В детском саду «Ласточка» города Армянска создан кружок по изучению крымско-татарского языка и культуры. Сейчас ребята готовятся к празднику Хыдырлес, который в Армянске будет отмечаться как общегородской. На репетиции побывала наш корреспондент Мавелий Юб. В крымско-татарском кружке 11 ребят воспитываются на родном языке и в национальных традициях. Новую программу они осваивают с начала учебного года. У нас программа по изучению крымско-татарского языка, но так как язык он немножко специфичен, не могут все владеть этим языком, у нас есть группы, интернациональные группы, папа крымский татарин, мама русская или украинка, а детки все равно посещают этот кружок. Поэтому мы с 1 сентября организовали кружок по изучению крымско-татарского
крымско-татарского языка. Помимо того, что мы изучаем в группах украинский язык, у нас есть, начиная с старшей подготовительной группы, еще изучение английского языка. Поэтому я могу сказать, что наш детский сад – это маленький мини-Крым. Дети, которые посещают крымско-татарский кружок, будут принимать активное участие в городском празднике Кадырлес. Они должны достойно представить культуру и обычаи крымских татар. Ребята репетируют народные танцы, песни и небольшие сценки. Зовут его Зеленый рай, почти дагом вечным. Сады его один наш рай, а степи бесконечны. Развитие и воспитание музыкальности детей, эмоциональной сферы, воспитание любви к родной земле, языку, традициям – это главная цель воспитателей. София Шахмамбетова говорит, что давно мечтала стать руководителем национального кружка. Я еще в детском саду, когда была такая воспитательница, которую я очень любила. И даже на выпускном я ей сказала, что когда спрашивали, кем будете в будущем, я сразу сказала, что воспитатель. И, считай, воплотила это в свою мечту. Дети выполняют логические задания, учат слова, занимаются лепкой и изобразительным искусством. Родители говорят, что долго ждали открытия национального кружка. Наша семья очень довольна в связи с тем, что наш ребенок стал изучать крымско-татарский язык, начиная с раннего возраста. Потому что, как и любой другой человек, мы должны знать свой язык, свою историю. То есть в связи с тем, что мы приехали в Крым рано, лично я свой родной язык знаю не очень хорошо. И в связи с тем, что мои дети получили возможность изучать его с раннего детства, конечно, это большое событие в жизни нашей семьи. Детский сад «Ласточка» рассчитан на 300 детей. Был открыт в Армянске 40 лет назад. Сегодня в дошкольном учреждении 13 групп. 3 группы ясельные и 10 возрастных. В будущем году планируется открытие и новых групп. Но отдельная крымско-татарская группа будет сформирована только если наберется более 15 желающих ее посещать. Мавиле Июб, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». 26-27 марта в Симферопольской школе номер 42 состоится турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженных тренеров СССР братьям Аблаевым. Начало мероприятия в 10 утра. Вход свободный. На сегодня это все новости. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго.